Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на урок русского языка. Сегодня мы продолжаем раздел «Мир природы» и тема сегодняшнего урока «Зеленая страна». Сегодня на уроке вы научитесь определять, о чем говорится в тексте, пересказывать его по вопросам, использовать слова, обозначающие один или несколько предметов, различать слова действия, прошедшего времени. Задание первое. Послушайте казахскую народную легенду. О чем она? Танцующие березы. У подножия горы Бурабай возле Серебряного озера жили люди. Они пели песни, играли на домбре и кобызе, красиво танцевали. Об этом узнал хан и отправился к Серебряному озеру. Там на поляне танцевали девушки. Одежда на них была из белого шелка. Увидел хан и воскликнул: «Как красиво! Живите же вы долго!» Танцующие девушки замерли и превратились в березы. Кто был в Буравае, видел танцующие березы. Попроси одноклассника пересказать народную легенду по вопросам. Дополни или исправь его. Первый вопрос. Где жили люди? Люди жили у подножия горы Бурабай возле Серебряного озера. Второй вопрос. Что они делали? Они пели, играли на домбре и кобызе, танцевали. Третий вопрос. Куда отправился хан? Хан отправился к Серебряному озеру. Четвертый вопрос. Кого увидел хан на поляне? Хан увидел на поляне танцующих девушек. Пятый вопрос. Что произошло с танцующими девушками? Танцующие девушки замерли и превратились в березы. Слова действия отвечают на вопрос «что делали?» Пели, играли, танцевали. В предложении с восклицательным знаком «Как красиво! Живите же вы долго!» Задание второе. Рассмотрите картинки. Прочитайте, как называются деревья. Какие из этих деревьев растут в нашем крае? Дуб, клен, сосна, карагач, ясень, ель. В нашем регионе растет карагач и ель. Задание третье. Прочитайте информацию о карагаче на странице 170. Что вы узнали? Расскажите одноклассникам. Карагач – это тюркское слово «черное дерево». Это сильное, выносливое дерево с красивыми резными листьями. Любит тепло и много солнца. Живет до 300 лет. Карагач очень часто встречается в нашей стране. Основное его предназначение – озеленение парков. Это дерево хорошо защищает от палящих лучей солнца. Плоды карагача похожи на маленькие тарелочки, внутри которых находятся семена. Древесина очень крепкая, гибкая и не боится воды, не трескается. Из нее делают различные сувениры. Задание четвертое. Напиши слова один, много. Дерево, деревья. Дуб, дубы.
Клен, клены, тополь, тополя, карагач, карагачи, ель, ели. Задание 5. Дополни предложения, напиши их в тетради. В нашей стране растут деревья, карагачи, дубы, клены, сосны, ели, березы, ясни. Задание 6. Прочитайте выразительно диалог, разыграйте его. Привет, Айгерим! Ты видела хвойные деревья, сосну, ель? Да, ужас! Я с родителями отдыхала в сосновом бору. Тебе понравилось? Очень понравилось. Там много сосен. Воздух чистый. А ты, ужас, видел эти деревья? Ребята, давайте посмотрим словарь. Хвойные деревья, кылқан жапырақты ағаштар. На этом наш урок подошел к концу. Подпишитесь на канал и поставьте лайк. Жду от вас комментарии.